Приветствуем всех телезрителей телеканала «Татарстан Новый век» с красавца стадиона Казань-Арена. Именно здесь в 19 часов стартует открытие чемпионата мира по профессиональному мастерству международной некоммерческой организации WorldSkills 2019. Попроще говоря, это чемпионат мира по рабочим профессиям, который на протяжении нескольких дней будет проходить в столице Республики Татарстан. Ну а сегодня красочная церемония открытия. И на протяжении этих 2,5 часов с вами будем мы, я, Алмаз Гафиятов, и комментатор Руслан Гатауллин. Здравствуйте, друзья! Мы действительно приветствуем всех тех, кто любит соревнования, кому близок соревновательный дух. И здесь с 22 по 27 число августа 2019 года пройдет чемпионат WorldSkills. Очень интересное событие. И совсем недавно, в мае, мы с вами смотрели чемпионат России. И вот сейчас станем свидетелями мирового сражения. Да, действительно, этот стадион принимал в 2013 году Всемирную летнюю универсиаду в Казани. Казалось бы, совсем недавно здесь 45-тысячник собрал полный стадион, полную чашу народу. И спустя 2 года чемпионат мира по водным видам спорта. И сейчас, в 2019 году, вновь мировое событие, уже совсем отличающееся от того, что было до этого. Чемпионат мира по рабочим профессиям впервые в России, в принципе, такое международное событие, которое, мы надеемся, не оставит равнодушным жители не только нашей республики, но и всей необъятной страны. Ну, знаешь, Казань, как всегда, очень красиво стала к старту этого международного события. Мы знаем, что в Казани всегда очень здорово готовятся к проведению крупных событий, и спортивных, и неспортивных в том числе. Ну и вот этот турнир WorldSkills в 45-й раз в истории проходит здесь, в Казани. В 2015 году на Генеральной Ассамблее Международной Федерации WorldSkills, собственно, Казань выиграла право проведения этого чемпионата. Эта конференция проходила в Бразилии, в городе Сан-Паулу. И вот именно тогда, 4 года назад, мы с вами стали свидетелями того, что Казань стала городом-хозяином вот этого замечательного события. Обратный отсчет, и вот они, секунды открытия, секунды старта WorldSkills 2019. Немного истории этого чемпионата. Уже, как мы, в принципе, и говорили, 45-й чемпионат мира впервые на территории Российской Федерации проводится. Это мировое событие, и сейчас вы на своих экранах можете наблюдать, в каких странах и в каких городах до этого соревновались в профессиональном мастерстве участники. Ну, вообще, надо сказать, что чемпионаты по рабочим профессиям стали проходить в послевоенное время, в конце 40-х годов. И зародилось все это движение в Испании. И вот с тех самых пор уже многие страны принимали у себя чемпионаты. Соответственно, сейчас в международной организации входит, если не ошибаюсь, 80 стран. Здесь у нас в Казани принимают участие 63 страны. Как и полвека назад, основная цель чемпионата – это привлечь внимание молодежи к востребованным профессиям и стимулировать появление новых рабочих мест. И кроме международных соревнований, под эгидой WorldSkills проходят национальные чемпионаты внутри стран-участниц, континентальные соревнования EuroSkills и отраслевые чемпионаты. И в Казани, кстати, прошли Digital Skills, соревнования специалистов в IT-технологиях, что тоже немаловажно. Ну, друзья, давайте мы, наверное, вкратце скажем, что же такое WorldSkills, помимо истории, помимо каких-то моментов, связанных непосредственно с датами проведения этого соревнования. Это чемпионат мира по рабочим профессиям. Несколько дисциплин, несколько десятков компетенций, 56, ну и, соответственно, разные направления. Это и все, что связано с искусством, с какими-то моментами, связанными с автомобильной промышленностью, с легкой, тяжелой промышленностью и много других дисциплин, компетенций и так далее. Растениеводство, животноводство, все, что связано с сельским хозяйством, с деревообрабатывающей промышленностью. В общем, самые разные здесь собраны направления деятельности человека. Ну и на протяжении сегодняшнего вечера вы увидите очень много красочных историй, видеороликов
а также выступления различных исполнителей и все, что будет нас подводить к этому мировому чемпионату. Чтобы окунуться во всю эту атмосферу, постарались сделать это красочное шоу огромное количество жителей нашей страны. Продюсер этого проекта Игорь Крутой, неоднократно ставивший именно на этой арене и церемонии открытия, и закрытия той же универсиады, чемпионата мира. Мы знаем, как это все красочно проходило, наблюдали по нашему телеканалу, и те, кому посчастливилось заполучить билеты на эту арену, они своими глазами смогли увидеть и проникнуться всей этой историей. Надеемся, помимо спортивных достижений, сейчас о рабочих профессиях у зрителей на арене и телезрителей сложится совсем другое впечатление. Ну, знаешь, Алмаз, я вчера, когда мы с вами были как раз здесь, на генеральной репетиции церемонии открытия, поразился тому, сколько болельщиков, сколько людей пришли посмотреть вот эту церемонию. Были и родители с детьми, и люди пожилого возраста, да, и школьники, и студенты. Почти вся арена была заполнена. Я вот не знаю, конечно, как на топовых матчах футбольного Рубина, но что касается... Если говорить вот, о чемпионате мира, о футбольном, который здесь был, фактически год назад, примерно то же самое по цифрам, примерно то же самое по ощущениям, по атмосфере. Стадион был битком на репетиции. Вы представляете, что будет сегодня? На ваших экранах представлены те самые компетенции, которые будут задействованы в рамках 45-го чемпионата мира. Здесь 56 компетенций в различных сферах производства. Все они представлены на чемпионате. От столярного дела до сферы производства флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Здесь, в общем, представлена вся та структура, которая, собственно, и нужна при нашей жизни, да, и те самые профессии, которые, так скажем, остаются за кадром, о которых, может быть, люди, в принципе, и не знают. И благодаря чемпионату мира в Казани, наконец-то смогут познакомиться и узнать, что же такое WorldSkills и рабочие профессии. Да, помните, как в детской поговорке: все профессии нужны, все профессии важны. Итак, друзья, совсем немножко у нас остается до начала самого красочного события за этот год. Из тех, что будут в Казани проходить, из тех, что уже проходили в Казани. И город действительно к этому событию подготовился. Да, на самом деле здесь во время чемпионата WorldSkills ожидается приезд звезд мирового уровня, не только по рабочим профессиям, но и по тем структурам, которые являются флагманами во всем мире. И, конечно же, для нашей республики это огромное достижение в планах индустрии, в плане развития, в плане партнерства и во многих других сферах развития. Но здесь же принимают участие специалисты в своих отраслях, в своих областях из самых главных стран мира в плане экономики, в плане экономического развития. Тот же самый Китай здесь представлен. Практически вся Европа, так или иначе Европа, связанная с современным производством. И мы не зря говорим о том, что профессии все, они действительно нужны, они важны. Может быть, здесь мы с вами увидим развитие каких-то новых отраслей, потому что ведь мир тоже не стоит на месте. И если мы говорим о людях, о том, какие профессии сейчас развиваются, то это прежде всего индустрия, связанная с компьютером, компьютеризация всего мира, и современные системы позволяют соревноваться в том числе и здесь, в Казани. 45-й мировой чемпионат. Красочный фейерверк, обратный отсчет прошел, и с этой секунды, наверное, можно считать, что WorldSkills в Казани 2019 официально открыт. Как раз здесь, в этом месте, на Казань-арене будет проходить и церемония открытия, и, собственно, поставит точку этой церемонии как раз на этом стадионе. Ну, я, друзья, для болельщиков скажу еще одну информацию, но сначала давайте представим дорогих гостей. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев приехал на церемонию открытия. Президент WorldSkills Саймон Бартли. Саймон Бартли собственной персоной, президент Международной Федерации WorldSkills. Приветствуйте флаг WorldSkills. Ну и сейчас будет самое главное. Сейчас вынесут сюда официальный флаг WorldSkills International, этой организации. Флаг, который путешествовал по миру, флаг, который побывал в космосе, флаг, который пропутешествовал по всему Татарстану. Совета WorldSkills.
Ну и, конечно же, не только Татарстан, но и по России этот флаг тоже путешествовал достаточно долго. Если не ошибаюсь, в Мадриде был дан старт процедуре, скажем так, марафонского вот этого движения флага WorldSkills по городам Европы, по городам России, по городам Татарстана. Ну, кстати, если говорить о Татарстане, то по всем административным районам флаг путешествовал. По 20 странам прошелся флаг, по регионам страны также увидели мы с вами путешествие этого флага. Ну и, конечно же, во многих районах Республики Татарстан этот флаг также официально побывал. Все смогли увидеть его своими глазами. Ну и, наконец, он прибыл на главное место назначения. Это Казань-Арена, да. А в 2017 году, например, побывал в космосе и был доставлен на Международную космическую станцию ракетой «Союз МС-07». Тогда летчик-космонавта Сергей Крикалев доставил его на орбиту. Ну и традиционный парад, который нам знаком не только по WorldSkills, но и по Олимпийским играм, чемпионатам мира и другим международным соревнованиям. Неотъемлемая часть любых церемоний открытий. Все спортсмены, волонтеры, участники, я думаю, не останутся равнодушными к этому событию. Знаете, друзья, вот я честно скажу, для меня парад участников — это самое интересное и то, чего я жду больше всего на церемониях открытия, поскольку именно в этот момент мы видим всех участников, мы видим всех спортсменов, всех участников, ну, того или иного действия, да, по которому проходит то или иное соревнование. Уже команда Армении прошла перед зрителями, сборная Австралии, австрийцы, конечно же, которые очень здорово сейчас у себя развивают туристическое направление. Это касается и горнолыжных курортов, это касается и поездок в Австрию по многим другим, скажем так, моментам, связанным с замками, с историей, с архитектурой 19, 20, 18, 17 веков. Более 68 стран мы сможем с вами увидеть. Различные страны. Конечно же, где-то меньше участников, где-то больше. Россия представлена самым масштабным количеством участников на этом соревновании. В том числе и татарстанцы. Довольно-таки такое массовое представительство в составе нашей сборной. И, конечно же, такие страны, как Китай, США, Бразилия, которые в последние годы являются фаворитами мировых чемпионатов WorldSkills, они здесь будут представлены сильнейшими участниками своих компетенций. Ну, в каких-то странах, естественно, делегации поменьше. Это касается и королевства Бахрейн, это касается и Бангладеша, и Барбадоса. Тех стран, которые, ну, сами по себе, да, по численности населения, конечно, уступают России, уступают Китаю. Но, тем не менее, в некоторых видах профессионального мастерства эти страны действительно впереди планеты всей. Конечно же, мы будем болеть и за наших географических соседей. Я имею в виду сборную команду Беларуси, которая тоже потрясающе имеет традиции и в WorldSkills. Ну и если говорить о спорте, да, мы все-таки с Алмазом имеем отношение к спорту. Белорусские спортсмены тоже очень здорово выглядят на всех, без исключения, событий. Ну так тепло приветствуют здесь и наших географических соседей белорусов. Сборная команда Бельгии, которая на мировом чемпионате по футболу выступала на этом же стадионе Казань-Арена. Но, кстати, если говорить о WorldSkills, то бельгийцы очень здорово сейчас разрабатывают промышленность. Я знаю, что в Бельгии там еще в 80-е, в 90-е годы были очень развитые цинковые фабрики и все прочее, производство, связанное как раз с этим. Сейчас тоже сконцентрированы на туризме, и Брюссель, столица Бельгии, один из красивейших городов мира. Бразилия, собственно, сборная, которая в последние годы является, если не абсолютным лидером, то одним из тех, кто находится все время в призах по чемпионату WorldSkills, поэтому конкурировать с бразильцами, я думаю, здесь даже на своей родине, при своих трибунах, нашим участникам будет очень и очень непросто. Ну, на самом деле, для многих, наверное, Бразилия ассоциируется прежде всего с футболом, все-таки это родина легендарного Пеле, но если говорить о WorldSkills, то в Бразилии очень сильно развито сейчас такое направление, как растениеводство, да, как вы знаете, именно из этого государства во многие другие страны мира привозят товары, ну, скажем так, продукты питания, все то, что там мы говорим
можем видеть на прилавках магазинов. Это фрукты, овощи, там, картофель и многое-много другое. Ну, я думаю, Неймара только не хватает, да, в составе этой сборной для того, чтобы Казань-арена, и так полная Казань-арена, была еще больше заполнена болельщиками. Дальше, после футбольной державы, хоккейная сборная команда Канады. Здесь тоже ребята, которые очень здорово выступают в различных направлениях, в различных компетенциях, связанных с промышленностью. Опять же, деревообработка, рыболовство. Все это связано с командой Канады. Но не только в этом, конечно, да, мы понимаем, что здесь самые разные компетенции, и у каждой страны есть свои сильные стороны. Но про Китай, я думаю, сейчас и говорить не стоит. Китай — это, наверное, страна с совершеннейшей экономикой, которая за последние 20 лет совершила просто очень мощный рывок вперед в своем развитии. И сейчас там чуть ли не 90% товаров всего мира производят в Китае. Хотя, казалось бы, лет 30 назад, ну, что мы знали о Китае? А сейчас и лучшие там автомобили, ну, там, может быть, немцы с нами еще поспорят, да, поэтому, но тем не менее. Ну да, массовое представительство этой сборной команды. Наряду, опять же, с Бразилией. Еще раз отметим, что именно китайцы будут основными конкурентами за борьбу в медальном зачете. И, как правильно Руслан отметил, по всем направлениям очень серьезное представительство у этой страны имеется. Ну и, к слову, здесь, я думаю, можно добавить, что следующий WorldSkills будет проходить в Шанхае. Как раз казанцы передадут тот самый знаменитый флаг представителям Шанхая. И следующий WorldSkills, который каждые 2 года проходит, в 2021 году будет принимать Шанхай. Колумбия. Мы уже говорили про одну южноамериканскую страну, говорили про Бразилию, и вот сейчас Колумбия. Колумбия — страна, которая связана, ну, конечно же, тоже и с производством продуктов питания, фрукты, овощи. Страна, которая на весь мир поставляет, в том числе и мясную продукцию. Все это так или иначе относится к рабочим профессиям. И каждое из этих направлений, в каждой из этих стран, естественно, здесь, ну, скажем так, подразумевает под собой большое количество профессий. Обратите внимание на стадион Казань-арена, на то, как расположились зрители, и по разным цветам в разных уголках части стадиона вы сможете увидеть, какие сборные команды и где приветствуют своих участников. И здесь эти участники, конечно же, также в каждом уголке и в каждой части смогут поприветствовать своих фанатов. Отметим, что длина дорожки спортсменов, так называемых, 350 метров. И по этой окружности можно, конечно же, понять, насколько эти участники проходят по этой линии и смогут насладиться теми самыми мгновениями того самого триумфа. Да, вот, конечно же, для всех них это большой праздник и возможность показать себя всему миру. Знаешь, вот ты сказал о болельщиках, я смотрю, и для меня даже несколько удивительно. Финны и шведы сидят вместе, вы представляете? Две страны, которые так исторически с друг другом соперничают на всех, без исключения, спортивных соревнованиях. Здесь буквально вот под нами большущая французская делегация. Франция, Италия, Голландия. Да, оранжевый цвета сборной команды Нидерландов. Египет, да, не самая здесь, например, ну, скажем так, большая по численности делегация, конечно, уступает там и Китаю, и сборной России и так далее, но Египет будет в некоторых компетенциях тоже участвовать и тоже будет претендовать там на победу. Ну, о ком мы сейчас говорим, я думаю, болельщики поймут, когда придут сами в выставочный комплекс Казань-Экспо, который находится как раз недалеко от аэропорта Казанского, и там можно будет прийти, поболеть за понравившуюся страну, понравившуюся команду, понравившегося участника. Да, впереди Финляндия, Франция, Германия. Наверное, те страны, о которых мы уже, кстати, говорили и в автомобильном производстве, на передовых позициях, ну и в других отраслях также, я уверен, будут удивлять на протяжении этих нескольких дней. Ну, мы пока не говорили о том, где, собственно, будет проходить мировой чемпионат WorldSkills. Ну, я так вкратце затронул эту тему. Чемпионат будет проходить, я напомню еще раз, с 22 по 27 августа. Церемония открытия, она здесь, на Казань-арене.
Казани. Церемония закрытия, она тоже здесь, на Казань-арене. А вот главные действия в плане как раз соревнований, они пройдут в международном комплексе Казань-Экспо. Это относительно новый комплекс. И, соответственно, который располагается рядом с аэропортом. Добраться туда достаточно, Да, мне кажется, удобно. На безупречном уровне работает. Это отмечают и сами участники, и те делегаты, и волонтеры, которые приехали, которые живут за пределами нашей республики, понимают все. И специальная деревня WorldSkills открылась, знакомая нам еще по универсиаде, опять же, чемпионату мира, который проходил в Казани. Деревня универсиады в эти дни переименовалась в деревню WorldSkills. Ну и, соответственно, все эти места, я думаю, казанским жителям хорошо известны. По логистике действительно никаких проблем не возникает. У Казань-Экспо огромная парковка. Для тех, кто поедет туда на своих автомобилях, можно добраться с помощью железной дороги. Там от аэропорта буквально 10-15 шагов. Я, конечно, утрирую, но тем не менее. Но что касается деревни универсиады, она, практически здесь, в городе, и спортсменов, точнее, участников, этого действия чемпионата WorldSkills мы с вами можем увидеть практически вот в центре нашего города. Гонконг, чем удивителен, Руслан? Гонконг, автономный регион Китая. Как мы уже говорили, Китай — это лидер мировой экономики на данный момент. Страна, которая совершила большущий шаг вперед в своем экономическом развитии. Гонконгу, по сути, то, что мы говорили про Китай, тоже можем говорить и про Гонконг с некоторыми, скажем так, своими региональными изюминками. Венгрия, знаменитое легендарное озеро Балатон. И опять же туризм, сфера туризма в Венгрии развивается невероятно быстро. Страна, которая долгие годы была самой дружественной для еще Советского Союза. И вы помните, как раз Венгрия была той страной, в общем-то, на которой вот этот, скажем так, железный занавес, во времена СССР не распространялся. И не знаю, для тех, кто был в Венгрии, я думаю, эта страна очень позитивное впечатление оставила. Но что самое интересное, очень много параллелей проводят Будапешта с Казанью, в плане развития, в плане проведения, опять же, мировых чемпионатов, которые перекликаются между этими двумя городами и чувствуется во многом схожесть. У нас проходил чемпионат мира по водным видам спорта, потом в Венгрии. Сейчас в 25-м году опять в Казани будет водный мундиаль, опять же, через 2 года в Венгрии. И очень много можно здесь сопоставить события, которые перекликаются между Будапештом и Казанью. Тот же чемпионат Red Bull Air Race, который в последний раз, опять же, проходил в нашем городе. Дальше сборная команды Индии. Индия — это та страна, где пока еще, к сожалению, есть очень большая разница между богатыми и бедными. Здесь такое классовое расслоение, но, с другой стороны, чемпионат мира WorldSkills, он как раз и предназначен для того, он проводится для того, чтобы не было в странах, самых разных странах, не было безработицы. И в Индии эта проблема есть, и вот благодаря WorldSkills она решается. Дальше команда Индонезии. Посмотрите, какой праздник для этих участников, как они радуются, как они наслаждаются этими секундами перед зрителями, перед многочисленной, многотысячной аудиторией. Знаешь, мне больше всего сейчас эта команда понравилась тем, насколько она яркая в буквальном смысле. Вот эти наряды, национальные, это тоже все очень-очень здорово. Иран, в отличие от них, в деловых костюмах очень солидно выглядит. Ребята-участники. Кстати, Иран с этим стадионом, я думаю, мы все понимаем, кто роднит. Стадион, фактически, на котором играл футбольный клуб «Рубин». Как вы знаете, болельщики «Рубина», наверное, меня поддержат. Очень долго здесь выступал Сердар Азмун, который как раз и является по национальности иранцем. Так что вот. Кстати, именно очень долгое время Сердар Азмун не мог забить долгое время свой гол. Хотя сейчас в «Зените» практически в каждом матче эта фамилия встречается в списке авторов заброшенных мячей. Что ж, пожелаем ему успехов, но все-таки пусть не лучшие, но топовые его минуты связаны также с этим стадионом Казань-Арена. Дальше сборная команда Ирландии. И вот еще одна интересная страна, точнее регион, который называется Южный Тироль, который распространяется, в нашем понимании, на две страны, на Австрию и Италию. И, соответственно, по сути, вот если смотреть на эту команду, на представителей Южного Тироля, которые здесь выступают под итальянским флагом, поскольку Южный Тироль, как я уже сказал, это две страны, фактически
этот регион относится и к Австрии, и к Италии, то это сборная Италии, которая целиком составлена из представителей Южного Тироля. Это вот фактически как у нас Татарстан мог бы выступать своей отдельной командой. Или там соседняя республика Башкортостан, например, да? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Конечно же, все возможно. Если бы нам предоставили такую квоту, я думаю, наша команда не отказалась бы. Напомним, 16 участников в составе сборной команды России представят нашу республику. Это очень солидная такая команда, дружная команда, которая уже на прошлом чемпионате мира WorldSkills, который проходил в Абу-Даби в 2017 году, также проявила себя во всей красе. Ну, а про эту страну я просто не могу не рассказать. Сборная Японии — лидер в производстве электроники, различных вычислительных машин, вычислительных систем. И это страна, которая, ну, по менталитету она совсем другая. Если кто был в Японии, я думаю, вы вот в эту атмосферу окунаетесь сразу же, буквально как только спускаетесь с трапа самолета, потому что там совсем все по-другому. А вот в этой стране практически все как у нас. Соседний Казахстан, да, очень многое связывает, в том числе и в промышленных структурах, в плане сотрудничества многих организаций. И вот мы видим даже на правительственном уровне очень такие тесные взаимные отношения между двумя странами чувствуются. Не только между двумя странами, но я бы даже сказал, что и между регионами, поскольку у Татарстана тоже очень большие, в том числе и экономические связи с Казахстаном. Ну, как раз я заговорил о менталитете японцев, да, но а менталитет Казахстана, ну, наверное, он очень как раз с нашим менталитетом сопоставим. Корея также одна из самых многочисленных представленных здесь на мировом чемпионате команд. И даже по церемонии открытия видно, насколько масштабно подготовилась эта сборная здесь и какие серьезные у них амбиции на предстоящий старт. Да, это Южная Корея, страна, которая для многих остается загадкой, но тем не менее совсем недавно там прошли Олимпийские игры, и Корея предстала государством, которое умеет принимать гостей самого разного уровня. И когда-то там у нас были стереотипы, да, что это какая-то, может быть, не самая дружелюбная страна, но нет, друзья, на самом деле в Южной Корее все в порядке, и это тоже та страна, которая привлекает внимание развитием электронно-вычислительных машин и развитием в том числе и высоких технологий. Ну и, пользуясь случаем, напомним, что у WorldSkills есть свои послы в России, в Казани. Во-первых, это герой Советского Союза и первый герой Российской Федерации, космонавт Сергей Крикалев. Также известный повар и ресторатор Аркадий Новиков. Кроме них, создатель фермерского кооператива «Лавка-лавка» Борис Акимов, автогонщик, семикратный победитель ралли «Дакар», руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чайнин, конечно же, культовая личность для всего татарстанского автоспорта. Кроме них, телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев, шоумен Александр Гудков и рэп-исполнитель Иван Горозия. Вот в таком составе представлены у нас послы чемпионата мира по WorldSkills. Дальше Лихтенштейн, крохотное государство в самом центре старушки Европы, но государство, которое здесь тоже будет представлено. И Лихтенштейн, конечно, это очень уникальная страна, удивительная страна, пусть совсем-совсем небольшая, но тем не менее. А вот еще один, кстати говоря, автономный регион Китая, Макао, бывшая португальская колония, которая уже много-много лет входит в состав Китая. И надо сказать, что там тоже большое развитие вот всего этого сектора, связанного с информационными технологиями, сектора, который так или иначе связан с производством самого разного уровня. Это касается автомобилей, это касается мотоциклов, это касается там и двухколесной техники, и различных аппаратов медицинских, всего прочего-прочего. Малайзия очень красивое государство в Юго-Восточной Азии с очень сложным для европейского человека климатом, но при всем при этом туризм там на высшем уровне. И, на мой взгляд, Малайзия сейчас развивается также великолепными просто темпами. Здесь большая достаточно делегация у сборной этой страны, и ребята из Малайзии будут принимать участие сразу в нескольких компетенциях. Мексика, это уже дальше у нас, мы от Азии так переходим к американской земле, к американским командам.
Ну и посмотрите, в сомбреро и в национальных своих нарядах мексиканцев. Ну, по крайней мере, один мексиканец, тот, который несет флаг, который является знаменосцем своей страны, вышел на эту церемонию. Вот отличительная черта тех же Олимпийских игр. Там флаги несут основные спортсмены. И, я думаю, любопытство у телезрителей и зрителей на стадионе вызывает именно тот вопрос о том, кто же будет нести флаг. Здесь совсем по-другому, да, доверили это дело волонтерам. Ну, не совсем, наверное, раскрученные медийные персоны, эти представители WorldSkills. И в будущем надеемся, что все-таки основные лица основных рабочих профессий будут внедрены в эту систему. Ну, знаете, на самом деле, вот если говорить о медийности, то как раз рабочие-то профессии, они не совсем медийны, понимаете? Мы можем не знать, условно говоря, кто отвечает там за что-то в той же нашей телевизионной отрасли, но при всем при этом эта отрасль работает, да, она развивается. И, друзья, вы нас с Алмазом сейчас прекрасно слышите, благодаря в том числе и нашим техникам, нашим коллегам, но которые, опять же, не на публике, что называется. Кстати, ждем с нетерпением команду Новой Зеландии. Пока не будем раскрывать всех секретов для телезрителей, но все-таки особый сюрприз эта команда на торжественном параде приготовила. И совсем скоро вы также сможете насладиться этим подарком. Ну, а мне всегда очень нравились Нидерланды, поскольку это самая яркая всегда была страна, и когда голландские болельщики или голландские сборные куда-то прилетают, приезжают, их всегда очень хорошо видно, потому что это ярко-оранжевое море. Вот они, посмотрите, болельщики и участники сборной команды Нидерландов, страна, которая... ну, буквально вся на двухколесной велосипедной технике перемещается в Амстердаме. Там просто сумасшедшее количество велолюбителей. Ну и вот, собственно, сама Новая Зеландия. Ну, я все жду. Будет ли этот знаменитый танец или нет новозеландских регбистов, танец, который называется хака? Ну, может быть, сейчас ребята нас все-таки порадуют вот этим очень грозным танцем, который пришел из регби. Ну, вообще, это изначально племя маори, по-моему, называется в Новой Зеландии. Ну, и вот да, ритуал грозных маори. Да, и, соответственно, вот этот танец хака, это то, что характеризует эту страну и на многих соревнованиях. Но здесь, поскольку у нас атмосфера дружелюбная, то вполне допускаю, что здесь все-таки вот такого, ну, этого грозного танца, да, я скажу так, как я думаю, поскольку танец-то, наверное, действительно грозный. Может, мы его сегодня и не увидим. А может быть, увидим, но чуточку позже. Да, конечно же, на церемонии репетиции вчера, кстати, очень так эмоционально выступили, и вся Казань-арена в едином порыве аплодировала этой сборной команде. Дальше страна, которая у меня ассоциируется исключительно с рыбалкой, да, поскольку я как человек, который очень любит именно этот вид досуга, этот вид отдыха, могу сказать, что Норвегия, там рыболовство поставлено на поток, страна, у которой большие морские просторы, опять же страна, которая связана с судостроением. Далее Оман, который за последние лет 5, наверное, сделал большой скачок в развитии туристической индустрии. Это одна из самых красивых ближневосточных стран, и, друзья, вот если у кого-то есть возможность, обязательно там побывайте. Это невероятные эмоции, это невероятная по красоте страна. Тем более, что Оман... Вот хака, посмотрите. Давайте просто насладимся этими мгновениями, этим ритуальным танцем, который перед каждым регбийным матчем в этой стране представлен и является неотъемлемой частью всего того шоу, которое мы с вами также своими глазами можем наблюдать. Ну, вообще, изначально этот танец предназначен для того, чтобы запугать соперника, да, произвести на него такое психологическое давление. Это связано не только с регби, да, это, естественно, связано и с самим племенем маори, но здесь у нас атмосфера дружелюбная, поэтому танец мы с вами увидели, но, может быть, там не в полном объеме. Дальше Палестина. Ну, сейчас отбросим все вот эти политические моменты, связанные там с Палестиной, Израилем. Сегодня у нас мы говорим об этой делегации. Совсем немножко здесь людей, но тем не менее все спортсмены так или иначе будут претендовать на победу. При том, что мы знаем, да, вот, что в этих, скажем так, ну, исторически мусульманских странах девушки
далеко не всегда принимали участие в каких-то международных соревнованиях. И вот здесь, например, Палестина этим отличается, что у них две спортсменки будут принимать участие в WorldSkills 2019 в Казани. Кстати, стоит отметить о том, что здесь вы видите яркие цвета, яркие огни на всей Казань-арене. Это чемпионат шагает в ногу со временем, и используются различные новейшие технологии, в том числе и на церемонии открытия. Есть специальные приложения, благодаря которым все 45 тысяч зрителей в едином порыве могут снимать, могут в виртуальной реальности также присутствовать. Все благодаря новым технологиям и той технологической части, которая, собственно, позволяет видеть в совершенно другой реальности. К сожалению, у телезрителей такой возможности нет, но, тем не менее, красочную часть этого всего пиршества вы также будете наблюдать. Дальше были сборные Португалии, и вот теперь команда Румынии. Да, у румын здесь не самый большой состав участников, но, тем не менее, румынские ребята будут бороться, в нескольких компетенциях. Насколько я помню, они не в одной заявлены, а в нескольких компетенциях. Но Румыния — это вообще одна из самых, наверное, загадочных стран Европы. Не настолько развитая в туристическом плане, как, в общем-то, и Саудовская Аравия до недавнего времени. Но если мы говорим о Саудовской Аравии, то эта страна вообще еще несколько лет назад была полностью закрыта для посещений туристами. Но, с другой стороны, наш регион Татарстан, Саудовская Аравия все-таки что-то объединяет. И это что-то религия. Конечно, не только объединяет, но и, собственно, на уровне руководства республики и в целом в этой отрасли очень много тесных мероприятий проходят как за пределами Татарстана, так и в нашей столице, в городе Казани. Мы принимали гостей из этой страны, поэтому правильно отметил Руслан, здесь помимо каких-то еще политических моментов существуют дружественные отношения. Дальше была сборная команды Сингапура, Южная Африка. Вот эти ребята очень веселые. Я тут наблюдал, как они у нас гуляли по городу, и могу сказать, что действительно удивлялись они тому, насколько Казань красива. На самом деле, конечно, далеко не все из них до этого момента вообще бывали в России. Но здесь и город-то Казань, может быть, и не так, чтобы многие из них знали. Но сейчас, конечно, здесь, побывав в столице Татарстана, ребята из Южной Африки, я думаю, надолго запомнят, навсегда запомнят наш город. Собственно, откуда и зародилось все это движение WorldSkills. Напомним, несколько десятилетий назад. Это было послевоенное время. Да, зарождалось все это движение. Испанцы, вот они также многочисленным составом будут здесь выступать. Ну и твоя любимая Швеция. На самом деле, моя любимая Финляндия, но шведский хоккей мне тоже очень нравится. Что касается Швеции, деревообрабатывающая промышленность, все, что связано с добычей и разведением, добычей диких животных, да, опять же, не в промышленных масштабах мы говорим, а в плане развития страны. Здесь же, если мы говорим о Швеции, опять же, морские различные пути, судостроения и вот это все развитие. Швеция одна из самых успешных экономических стран, страна, которая открыла для себя границы, свои границы для выходцев из, скажем так, не самых благополучных регионов мира, но, тем не менее, Швеция, которая изначально была, как мне кажется, такой немножко чопорной страной там в верхней части мирового глобуса. Все, конечно же, в ожидании выхода российской сборной, как всегда, по старой доброй традиции, город, который принимает, и страна, которая принимает мировые чемпионаты, международные турниры, заявлено в конце. После всех все, я думаю, будут встречать аплодисментами сборную команду России. На самом деле, за полувековую историю международного движения WorldSkills присоединились 80 стран. Россия это сделала только в 2012 году. И за 6 лет были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. И общее число зрителей приблизилось к 1,5 миллиона человек. Очень интересная статистика, кстати говоря. Это то, что касается сборной России. Дальше королевство Таиланд. До этого был китайский Тайпэй, или, проще говоря, Тайвань.
здесь Таиланд, но нашим соотечественникам Таиланд хорошо знаком, я думаю, по различным горящим турам и всему прочему, что связано с туризмом, опять же, с поездками в зимнее время туда, где практически всегда тепло, но есть сезон дождей. Но на самом деле Таиланд — это та страна, которая в плане экономического развития тоже за последние лет 15 совершила колоссальный скачок вперед. Так же, как и Объединенные Арабские Эмираты, страна с, опять же, большим, да, мы понимаем, большим влиянием в мировой экономике. Арабские Эмираты, там, где происходит добыча нефти, нефтяная промышленность. Опять же, с Татарстаном у нас здесь есть такие достаточно тесные связи. Все-таки в Татарстане тоже есть одна небезызвестная компания, которая специализируется в том числе на добыче нефти, и которая, ну, в какой-то степени, наверное, сопоставима с Объединенными Арабскими Эмиратами. Дальше сборная команда Великобритании. Все мы помним прекрасно школьный курс, да, и вот эту фразу «London is the capital of Great Britain». Но вот это примерно оттуда все. На самом деле Великобритания, конечно, в плане из числа тех стран, которые входят в число самых развитых вообще в мировой экономике, в топ-5, страна, которая принимает ключевые решения, в том числе и в такой межгосударственной политике, как, конечно, и сборная команда Соединенных Штатов Америки. Ну, потихоньку мы приближаемся к завершению официальной части парада здесь, на открытии церемонии WorldSkills. Одна из самых, наверное, таких ярких, красочных составляющих любого открытия мировых чемпионатов. Ну, а дальше уже начнется то самое называемое шоу, на котором мы позже остановимся более тщательно. Дальше, что у нас по параду участников? Сборная команда Вьетнама. Ну, сейчас взорвется Казань-арена, я так думаю. Потому что на очереди сборная команда России. Ну, вообще, надо сказать, что ты отметил татарстанцев, да, которые есть в сборной России, но там же представители других российских регионов. Москва, Санкт-Петербург, Урал, по-моему, представляет Челябинская область. Красноярск, да. Именно эти города будут выступать. И сборная команда России. Хозяева чемпионата. И что самое удивительное, вступив в эту всемирную организацию лишь в 2012 году, прошло всего-навсего 7 лет, и уже нашей стране, в частности нашему городу, доверили проведение этого международного события. Это ли не говорит о том, что наши умеют принимать все и принимают на должном уровне. И нашим городам, и особенно Казани, в этом плане доверяют. Что касается Казани, ну, я уже об этом говорил, да, в самом начале нашей сегодняшней трансляции, что Казань просто преобразилась, в очередной раз преобразилась, и фактически вот вся дорога от аэропорта, она так или иначе связана с чемпионатом WorldSkills. В городе везде баннеры, много туристов, много волонтеров. Но, правда, есть классический вариант, да, когда один волонтер тебе показывает, где автобусная остановка в одну сторону, а другой в другую. Но это все мелочи, мы все прекрасно понимаем. Да, и показали нам ту самую перевернутую пирамиду, которая по церемонии репетиции открытия уже, наверное, многим приглянулась. Удивляют с каждым разом. И вот сейчас начнется то самое шоу, то самое массовое выступление всех стран-участников и сборных национальных команд. Напомним, очень-очень много, конечно же, артистов, организаторов, различных музыкантов, танцоров, певцов было задействовано в репетиционном процессе этого события. Ну и мы еще не сказали о девизе WorldSkills 2019. Будущее в твоих руках — это все то, что связано как раз с развитием рабочих профессий. И действительно молодые специалисты, которые так или иначе у нас сегодня и на протяжении этой недели здесь в Казани будут соревноваться, конечно же, связывают свою жизнь с тем, чтобы в какой-то степени формировать экономику того или иного государства. Но если мы говорим о сборной России, то, естественно, все они являются высококлассными специалистами в своих областях. И вот у нас же был чемпионат России совсем недавно здесь, в Казани в мае, там же в Казани Экспо. И, знаете, один из моих вопросов, скажем так, руководителям секции, руководителям компетенции был там, а можно ли доверить вот этим ребятам, которым там еще совсем недавно было там 17-18 лет, да, и это же молодые еще, в принципе, специалисты,
можно ли им доверить, ну, даже банально кузовной ремонт своего автомобиля. И действительно, я увидел там, что можно, поскольку там сложнейшие задачи для участников, но каждый из них может эти задачи решать в соответствии со своим опытом, в соответствии с современными технологиями. Посмотрите, как ярко, красочно выступают у нас сейчас артисты. Представлены все страны. Если обратить внимание на те же треугольники, то символизируют каждой страны и достопримечательности отдельно взятой страны здесь также представлены на этих композициях. И, в принципе, это шоу, отметим, опять же, работу продюсера Игоря Крутого, ну и режиссера-постановщика Алексея Сеченова. Это шоу называется «Пульс», который, собственно, и открывает чемпионат мира по рабочим профессиям. Мероприятие, отметим, поделено на 4 части. Первое — это познание, первые шаги в профессии. Дальше эксперимент, это время исследования своей профессии. После него следует совершенствование, продолжение своего развития. Ну и, наконец, создание. Это мастерство воплощается в создание, в созидание. И каждый из них — это один не слишком большой по продолжительности номер. Ну и, конечно же, национальные флаги всех стран-участниц WorldSkills. Я думаю, что мы с вами сейчас увидим, какая потрясающая панорама. Вот с нашей комментаторской позиции открывается просто потрясающий вид. Зрителям на входе на стадион раздавали вот такие световые, ну, небольшие элементы. Вот вы как раз видите в руках зрителей, в руках участников, в руках волонтеров и в единых цветах. С каждым годом Казань-арена становится все ярче и ярче. Да, мы наблюдали это на открытии универсиады, но в разброс как-то не совсем, наверное, в каких-то планах слаженно работало. Здесь все работает как часы. Ну да, собственно, репетиция для этого и нужна, для того, чтобы совершенствоваться не только в профессиях, но и в плане организации всех этих мероприятий. Ну, как ты помнишь, на открытии Олимпиады в Сочи тоже одно кольцо олимпийское не раскрылось, но ведь это стало фишкой нашей Олимпиады. Да, надеемся, что без каких-то казусов обойдется здесь. Для этого, собственно, на протяжении долгого времени здесь, на главной чаше главного стадиона столицы Татарстана, проходили репетиции. Вчера прошла генеральная репетиция всего этого торжества, на которую, кстати, были приглашены все желающие. Продавались билеты уже непосредственно на само открытие, но на репетицию билеты раздавались бесплатно. И поразили то, что весь стадион был заполнен, и все до последней секунды наблюдали за тем, что здесь происходило. То есть это событие, даже церемония открытия, очень такие продуманные, хитрые организаторы этого мероприятия сделали не только для 45 тысяч, получается, но и чуть больше зрителей смогли все это увидеть. Ну а благодаря нашему телеканалу и телеканалу ТНВ Татарстан это соревнование увидят еще и наши уважаемые телезрители в нашей республике и за ее пределами. Да, конечно же, следите за всеми анонсами, всеми новостями, которые так или иначе будут связаны с WorldSkills на протяжении ближайшей недели. Я бы обратил внимание, если мы говорим, например, вот об этом шоу, что здесь не только различные национальные наряды, да, национальные костюмы, но здесь еще в этом шоу, оно, по-моему, «Пульс», да, у нас правильно называется. Так вот, в этом шоу еще артисты выступают и, ну, скажем так, в профессиональных своих костюмах, то есть то, что связано непосредственно с компетенциями. Вот мы видим, да, здесь и на одном из артистов костюм автослесаря, на другом что-то связанное там с косметологией, с медициной и так далее. То есть это тоже одна из фишек, одна из особенностей этой церемонии. Ну и, конечно же, девиз, который мы повторяем из раза в раз: будущее в твоих руках. Да, и в песне. Кстати, из песни этих слов также не выкинешь в главной музыке, в главной песне. Эти слова у нас присутствуют. И не забываем, друзья, что это все-таки соревнование, это все-таки не просто какой-то момент, связанный с праздником. Здесь действительно есть дух соревнований, и у нас ведь в каждой компетенции определяются чемпионы. В каждом виде деятельности, в каждом роде занятий действительно определяются чемпионы, и в ближайшие 2 года они будут чемпионами
в той или иной дисциплине. Как мы уже говорили, раз в 2 года проводится чемпионат WorldSkills. Предыдущий был в Объединенных Арабских Эмиратах, это был 2017 год, сейчас Казань 2019. Затем мы с вами будем смотреть уже за 2021 годом, смотреть в ту сторону, в сторону Шанхая. Но надо сказать, что флаг передачи Шанхая, он все-таки, вот эта церемония передачи флага, она пройдет на церемонии закрытия. Пока в ближайшую неделю центр WorldSkills это Казань, это Россия. Это Казань-Экспо в первую очередь, где будут проходить основные события. Нам с Русланом посчастливилось там побывать в мае месяце, когда проходил национальный чемпионат, который стал, конечно же, главной генеральной репетицией всего мирового чемпионата, который будет проходить с 22, еще раз отметим, по 27 августа нынешнего года, в который можно попасть бесплатно. Там не продаются билеты, нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте WorldSkills, официальном сайте этого чемпионата, и каждый желающий в любой день может выбрать себе путешествие в мир рабочих профессий, увидеть, конечно же, все, что происходит там, всю соревновательную часть этого события. Ну и, кстати, это ведь вот тот майский турнир, он стал не только большой проверкой для организаторов, для служб безопасности и так далее, но он стал, по сути, и отборочным турниром для нашей сборной. И по итогам того чемпионата, который здесь в Казани прошел в мае, уже сформировалась окончательно сборная России, которую мы увидим сейчас. Ну и на самом деле я там в мае видел еще и представителей других государств, которые тоже приезжали, тоже, ну, да, откровенно скажем, что не все страны были, ну, скажем так, знакомы непосредственно с правилами участия, непосредственно с теми моментами, по которым, с теми критериями, по которым определяется победитель. Но, тем не менее, вот тот национальный чемпионат, где были гости из других регионов, из других стран, все это прогонялось, и, по сути, это был такой один большой глобальный, ну, в какой-то степени проект тренировочный, да? Ну и, наверное, у телезрителей возникает вопрос, кто же исполняет эту песню. Мы сейчас с вами познакомимся с исполнителями. Николай Дроздовский, Сесек Хапсасова, Тарас Штанин, Наталья Быстрова, Ив Набиев и Таис Уремиди. Сейчас как раз в этих форумах, специализированных под рабочие профессии. Ну, на самом деле, Алмаз, честно тебе скажу, я не очень силен в различных современных вокально-инструментальных ансамблях и артистах и так далее. Так что здесь, наверное, за представление этих ребят это будешь отвечать ты в нашей сегодняшней трансляции. Да, конечно же, впереди еще хедлайнеры всего мероприятия вас ждут, известные певцы, музыканты. Ну и еще раз фейерверк над стадионом Казань-Арена. Сейчас начнется та самая официальная часть, которую, конечно же, представят ведущие. Флаг Российской Федерации. Флаг поднимают российские победители прошлых чемпионатов WorldSkills. Ladies and gentlemen, please welcome the national flag of the Russian Federation. Флаг — это, пожалуй, самое главное, да, что помимо парада участников есть церемония открытия WorldSkills 2019. А кто будет поднимать? Это спортсмены, выигравшие предыдущие соревнования. Продолжим после государственного гимна Российской Федерации.
Просим садиться. Please be Прозвучал гимн Российской Федерации. Официальная Добро часть на этом пожаловать не завершается. на шоу Сейчас начнется тот самый Get пульс, ready to который мы enjoy the анонсировали show, минутами ранее. Друзья, ну а я бы хотел обратить внимание вот на это средство передвижения. Это, ну, как вы видите, это комбайн. Для меня вообще Татарстан Дамы и ассоциируется господа, в том числе этим и с вечером вы развитием станете агропромышленного свидетелями комплекса. обычного И, по За крайней мере, время в нашей нашего стране шоу Татарстан инвесторы является пекари лидером со своей в отрасли командой сельского хозяйства. Это совершенно превратят точно. Я муку. очень много путешествую, очень много Замешаем езжу и тесто, вижу, как во многих испекут других хлеб регионах прямо относятся к сельскому на хозяйству, и ваших что глазах. там происходит, и что в Татарстане, когда все поля обработаны, засеяны, Время работает пошло. техника, трактора, а здесь мы видим вот такое уникальное зрелище. Это процесс производства хлеба, но Да. с самого его начала. Необычный комбайн на самом деле так и есть. И здесь мы видим пекарей, которые сейчас во время этого круга, того круга, когда комбайн будет проходить вокруг, проезжать чаши Казан-Арена, они должны будут испечь этот хлеб. Причем испечь его, начиная от самого раннего процесса, заканчивая уже тем самым продуктом, который мы получаем на свои столы. Вот сейчас происходит на ваших глазах процесс, именно когда Участники готовят чемпионата. Ну, перемалывается зерно. Да, пшеницы, готовят тот самый хлеб. Как раз это и показывает нам тот самый процесс, который нужен для производства хлеба. Выехать из своей страны — это было нечто совершенно нереальное. Когда наш самолет приземлился, мы все смотрели в иллюминаторы и были поражены увиденным. Я думал, что здесь будет гораздо холоднее, но в итоге погода оказалась очень хорошей. Я представляла себе, что здесь холодно, и когда я приехала сюда, оказалось, что тут очень холодно, очень холодно. Но Россия, где я сейчас нахожусь, на мой взгляд, прекрасная страна, и я обязательно сюда вернусь. WorldSkills — это... Я не скажу, что это просто чемпионат. Но это престиж. Что касается WorldSkills, то я думаю, что этот проект стал моей жизнью. Полностью завладел мной. Это дело моей жизни. Для меня WorldSkills прежде всего связан с такими понятиями, как профессиональное мастерство и совершенство. Это хорошая возможность для карьерного роста. WorldSkills — это возможность показать себе то, что ты единственный такой на всем мире. Я думаю, это самый большой опыт в моей жизни. Наверное, он станет для меня самым важным. Для победы в WorldSkills всегда необходимы 3 вещи, которыми должен руководствоваться участник. Прежде всего, это честность, потом навыки, лучшие навыки, дисциплина. Победить в чемпионате не главное. Важнее то, что ты узнаешь. Все-таки WorldSkills — это место борьбы. А раз ты соревнуешься, значит, хочешь стать первым. Победа определенно важна, это совокупность работы. Я считаю, что те, кто принимает участие в WorldSkills, уже победители, и тот, кто хорошо выступит, сможет увезти домой золотую медаль. Но еще важнее медали — гордость за то, что ты делаешь. Моя специальность — кузовной ремонт. Мне нравится эта работа, в ней я могу достичь больших высот. Да-да, думаю, я хотел бы заниматься этим всю жизнь, да, достичь максимально возможного уровня технических навыков. Я с детства любила что-нибудь мастерить. Помню свой восторг от того, как вещь, создаваемая мной, обретает форму. Призвание — это то, ради чего ты живешь. Твое призвание — это то, что есть ты. Это то, что ты больше всего любишь делать. Меня захватывает целая гамма чувств, погружая меня в некий поток ощущений, как будто не существует больше ничего на свете, только я и моя работа. После ремонта машина возвращается к работе, и мы видим, как оживает строительная площадка. Я думаю, именно это приносит больше всего удовлетворения. Я считаю, что самоотверженность и творчество заключаются в том, чтобы всегда стремиться к большему и хотеть большего. Становиться все лучше и лучше, и, возможно, однажды приблизиться к идеалу. Современные инструменты очень крутые. Но я все же думаю, что самое главное, что нам всегда надо ценить, это мастерство ручной обработки. Надо любить свое дело, надо кайфовать от работы, и тогда все получится.
Путь к WorldSkills назывался этот ролик, и сейчас начинается концертная программа, те самые номера, которыми будут удивлять артисты, которых мы уже с вами видели до этого. Ну и вот таким, в том числе и интересным способом, да, мы, по сути, увидим в том числе представление компетенций с помощью танца, с помощью песни, с помощью искусства. Давайте немного послушаем. Диск, мышь, кэш, дедлайн, здесь на флешке сотни тайн. Я смогу изменить целый мир, сотни новых решений найти в тонких сетях между людьми, золотые рыбки. Да, я смогу изменить целый свет, если под руками интернет. Стапель, мойка, склад, верстак, страсти полный бензобак. Я сам сумею починить этот мир, посадку и шины, пусть, став практически живыми людьми, сияют машины сигналь. В ответ твой автомобиль на зависть я укомплектую один. Если прокачаю и покрашу, четко подрихтую, да, прокачаю, подрихтую. Весь свет. Битум, пена, строй смелей, лей цемент и плиты клей. Я построить могу целый мир, на вес золота мой удар. Знает мой мотив, мой секрет, крановщик, бригадир и маляр. Я работаю на лесах, облик мира в моих руках. И на радость твоим глазам эти стены строю я сам. Туги, лазер, искры глаз, пайка, сварка, высший класс. Я промышленник, я мощный, как цунами. Ради настоящей искры между нами я превращу этот металл в станки. Знаешь, мне все с руки, вот детали из свинца, из стали. Знаешь, я смогу, я починю этот мир. Между судьбой и людьми добьется в искрах сердце солнце. Я смогу. Сладость в сердце объектива, вкусно, честно и красиво. Я могу накормить очень вкусно. Сэндвич, паста, зефир, багет. Угощать — это тоже искусство. Ох, каких пикантных вкусов здесь только нет. Моя любовь, ну как же сладко суфле, шоколад.
фон, цвета, цветы. Выбор есть, что хочешь ты. Я сочиню из цвета этот мир. Я соберу в букеты наши сны. Флорист, дизайнер, модный ювелир. Для красоты глаза с тобою нам даны. Мир, моду и свободу, все твои фантазии здесь и сейчас. Вернее, я сделаю прекраснее мир для нас. Ткань подберу под цвет твоих глаз. Вернее, красиво только то, что не нам показ. Вся красота, она в блеске глаз, твоих глаз. Только лишь дай ей шанс. Я смогу, я стану профи, профи, я опасный профи. Мастерства пойму секреты. Я смогу, я знаю это, нет сомнений, нет запрета. Удивлю свою планету. Я смогу, я стану профи, профи, я опасный профи. Мастерства пойму секреты. Я смогу, я знаю это, нет сомнений, нет запрета. Удивлю свою планету. Я смогу, я стану профи, профи, я опасный профи. Мастерства пойму секреты. Я смогу, я знаю это, нет сомнений, нет запрета. Удивлю свою планету. Я смогу. Я смогу, именно так называется эта композиция, которую вы прослушали сейчас. Николай Дроздовский, Сысек Хабсасова, Тарас Штанин, Наталья Быстрова, Ив Набиев и Таис Уремидис удивляли вас своим Знакомьтесь, исполнением на Казань-арене. церемонии открытия Да, чемпионата очень красочное World шоу, Skills. очень красочные песни. Вот таким образом, с помощью искусства, мы с вами узнали, что же за компетенции есть в рамках World Skills Можно ли 2019 совместить года. правильное питание и сладости? Можно, доказывает кондитер Анна Прокопеня. Изучив полезные свойства продуктов, она создает вкусные натуральные десерты и считает, что не ошиблась с выбором профессии. Лучшее вознаграждение для профессионала – это хорошо выполненная работа. Я люблю свое дело за то, что я могу увидеть реальный результат. Как у человека был плохой день, я дала ему пирожное, он съел мой торт, и его день стал лучше. И когда люди приходят ко мне и говорят, как им было хорошо, это лучшая награда, это лучшее, что может быть. Анна выиграла национальный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills Russia, заняла первое место в СНГ и представила Россию в международном чемпионате World Skills Сан-Паулу в 2015 году в номинации «Кондитерское дело». Но на этом ее участие в World Skills не закончилось. Для меня World Skills был трамплином в профессию. Для меня было очень важно видеть,
шеф-поваров, шеф-кондитеров, которые преуспели, которые счастливы. Это вдохновило меня на то, чтобы двигаться дальше и не бросать свое дело. Анна стала первой конкурсанткой из России, которой удалось стать представительницей Европы в Совете чемпионов WorldSkills Champion Trust. В эту организацию входят только 10 чемпионов со всего мира. Их задача — сохранить связь между конкурсантами и движением WorldSkills после окончания соревнований. Сейчас Анна тренирует других кондитеров для WorldSkills. Чемпионат дал ей возможность стать наставником. Человек, который только начинает свои первые шаги в профессии, для него очень важно быть вдохновленным. Для него важно видеть людей, которые преуспевают в этой профессии, как они счастливы в своем ежедневном труде и что заставляет их двигаться дальше. Познание — это процесс, происходящий всю жизнь, процесс, который никогда не заканчивается. Кондитер, первый представитель Европы в молодежном совете WorldSkills Анна Прокопеня. Именно она сейчас будет выступать с речью в песне певца-композитора, музыканта и финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова. Также к ним присоединится и рок-дива лейбла Black Star Дана Соколова. Давайте вместе насладимся этой композицией. Друзья, ну и пока вы слушаете песню вот здесь на главном видеоэкране, который расположен в так называемой перевернутой пирамиде, которая является символом, да? Да, кстати, там и комбайн продолжает свое путешествие по дорожке стадиона Казань-Арены. Хлеб продолжают производить и... Уже на третий круг прошел. Да, но я думаю, что если бы в этом комбайне, вес которого 3 тонны, стоял двигатель внутреннего сгорания от КамАЗа, который делают тоже производят на территории Татарстана, то он двигался бы быстрее. Хотя, конечно, процесс производства хлеба, ну и то есть, да, вот весь этот от сбора урожая до непосредственно прилавка магазина, это долгий путь, это технология. А это Анна Прокопеня, победительница Европейского молодежного совета WorldSkills и первый представитель Европы в молодежном совете. По профессии она кондитер. И, друзья, смотрите то, что происходит на экране. Здесь большое спасибо VR-художнику Владимиру Ильичу. И решила стать кондитером. Очень мощное графическое направление говорил, что это слишком просто, здесь на открытии что WorldSkills. Время зря и растрачу свой Хлеб, потенциал. который сейчас могут попробовать и зрители. Делать жизнь людей Тот самый лучше хлеб, который с несколько помощью минут кусочка назад торта. еще был в виде Еда муки и это теста. моя страсть. Менять мир — моя мотивация. Но как стать частью профессионального мира? Казалось, я буду вечно стучать в закрытые двери, но никто не будет ждать меня внутри. А потом я нашла своего наставника. Она сейчас находится на этом стадионе. Она поверила моей страсти и разделила мою любовь к еде. Я больше не была одна. И я за это невероятно благодарна.
Друзья, здесь, я думаю, прекрасно все. Графическое оформление, певцы, те самые артисты, которые создают всю эту атмосферу. Ну и, конечно же, солисты. Это участник, финалист проекта «Шоу Голос» в команде Григорий Лепса, Александр Панайотов. Ну и, конечно же, рок-дива лейбла Black Star Дана Соколова. Ну и очень такие прикольные, своеобразные фишки используют во время этой песни, да, не так часто, наверное, встретишь перебивания вот именно участниками непосредственно самих соревнований. А Анна Прокопенко, кондитер, делится своими впечатлениями, и несколькими минутами ранее мы с вами ее видели в специальном ролике «Путь к успеху». Вообще, это уже так называемый второй эпизод нашего видеопредставления. Эпизод, который называется «Эксперимент». Я представляла Россию на чемпионате WorldSkills в Сан-Паулу в 2015 году. Я до сих пор помню этот карнавал эмоций, когда в последнюю минуту соревнований все, и участники, и эксперты подходили ко мне, обнимали и говорили: «Ты выступила потрясающе!» Это был момент рождения меня как профессионала. С тех пор во мне появилось достаточно уверенности, чтобы получить работу моей мечты, стать частью WorldSkills Champion Trust и даже быть наставником. И сейчас мой ученик будет представлять страну на соревнованиях. Я стала частью семьи WorldSkills. Наставники, навыки и страсть, которая сияет внутри, дают нам силу. Давайте использовать ее, чтобы строить мир, который хотим мы. Анна Прокопенко, Александр Панайотов и Дана Соколова выступили в этом номере. Ну и, конечно же, уже на четвертый круг пошел наш комбайн, трехтонный комбайн, внутри которого происходило перевоплощение муки теста в хлеб. Но у нас продолжается церемония открытия WorldSkills 2019. И вот они, главные герои только что завершившегося номера. Дана Соколова. Но впереди еще много интересного, в том числе номеров с участием других известных артистов. Алмаз уже анонсировал одну из этих самых известных певиц, которые только есть в нашей стране, и которую мы сегодня обязательно увидим. Певица Ёлка, да. Выступит и VR-артист Владимир Ильич. Был представлен сейчас на стадионе. Все то, что вы видели на экране, это его рук дело. Today, he's Global Senior Vice President of Research at Samsung. He has got this far thanks not least to his passion for experimenting.
experiment, bringing that imagination to reality. It's the in-between step. And that in-between step is actually much more important than the final stage, because that in-between stage might be able to bring not only one outcome, but in the future 10 more different. I personally feel that not taking risk is the biggest risk ever. Mystery's first invention to win fame was the Sixth Sense system, which makes it possible to project information from a phone onto any surface. Walls, furniture, box, or simply your hand. Today, his projects include the development of smart watches and 3D cameras, and he's not stopping there. Of course, the device is very small that you put on your eyes, but now the experiences that you are having, it's the size of the architecture scale or the building scale, and that's where the magic started happening. So I think the experiment, you cannot separate it from the success, or you cannot separate it from the joy of building or creativity. And that's the fun of the experiments altogether. Pranav Mistry has worked with Microsoft, Google, NASA, and UNESCO. He's a popular TED speaker, and his videos have more than 20 million views. He has also been recognized as a World Economic Forum Young Global Leader and described as one of the 10 best inventors in the world. The world have millions of problems, and that's why we need millions of solutions. We all don't need to be the same. So let's embrace our culture, let's embrace our skills. So for me, if you want something, make it. Старший вице-президент Samsung по глобальным исследованиям Пранав Мистри выступил в ролике. Ну а сейчас долгожданная елка. I started my journey with nothing but what I had available. I took apart 2 old computer mice and made a new device that can capture my hand movements in the physical world and translate them into the virtual for $2. I was always been interested in merging the real and digital world. 18 years ago, I realized this is my dream. To realize that dream, I started experimenting. World Skills is about creating with your own hands. This is about all of us, makers and creators, who have a dream. Today is an exciting time for the world. We are on the beginning of a new era. The world is changing so fast with new discoveries, new developments, and bold experiments. We are changing the world. We are creating things that did not exist before. Creating new things is in our essence. That is what makes us human. Each of us is an innovator. Each of us are trying to expand the boundaries of what we can do, what we can create. We are the proof that nothing is impossible. Clouds and stories in your beautiful mind come alive. You're stronger. You're stronger. You make better yourself. Every step that you make, you have no
Today, as a global senior vice president at Samsung, my role is to imagine and create what is next. What is the future to come? I do what I love and I love what I do. Exposures to the field like design to technology and from art to psychology gave me an interesting viewpoint to the world. I am a design engineer. This vision helped me create Sixth Sense, Galaxy Gear, and new virtual and augmented reality experiences. But it did not work the very first time. I tried, I failed. I tried again, I failed again and again. And then one day, it worked. I succeeded. Look at this masterpiece the artist is creating right now in virtual reality. The magical universe we live in. It is you, people who create with your own hands. It is you who are shaping our world. We try things, we experiment, we discover. This is our world, and yes, it is changing. We are changing it. So let's make it beautiful. Let's create a better future together. Певица Ёлка, старший вице-президент Samsung по глобальным исследованиям Пранав Мистри. Ну и, конечно же, VR-художник этого номера Денис Семенов в таком прекрасном номере, который был представлен здесь. И один из самых главных ожидаемых, наверное, выступлений всего открытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills 2019. VR-художник Денис Семенов. VR artist Denis Semyonov. Ради мечты создавать роботов Екатерина Берези отказалась от успешной карьеры. Сейчас она с командой разрабатывает экзоскелеты, в которых парализованные пациенты заново учатся ходить. Экзоскелеты — это сочетание робота и человека внутри. Эта задача кажется непосильной. Они мечтали фантасты еще с конца прошлого века. Это робототехника, которая является ярким примером робототехники, которая служит людям. В 2014 году компания «Экзоатлет» стала резидентом Сколково. Через год нашла первого инвестора, а в 2018 вышла на международный рынок. В 2017 году Екатерина Берези вошла в список Young Global Leaders, составленный Всемирным экономическим форумом. Конечно, я мечтаю о том, чтобы люди, нуждающиеся, получили доступ и смогли, благодаря нашей технологии, восстановиться и делать этот мир лучше. Экзоскелеты используют уже в 46 клиниках в России и за рубежом. Но главная награда для команды экзоатлета – счастливые глаза тех, кто вновь самостоятельно сделал первый шаг. После того, как ты уже оделся и встал, это такое вдохновляющее чувство, просто потому что ты много лет сидишь в инвалидном кресле без возможности встать. И тут по нажатию одной кнопки в сию секунду ты просто осуществил свою мечту. Совершенствоваться для меня значит находить решения там, где кажется, что их нет. Это невероятный вызов для всей нашей команды собственноручно это будущее создавать.
Поэтому экзоскелеты — это как новый выход в космос для людей, у которых не было такой возможности. Наш век особенный, век быстрого развития и головокружительных возможностей. И вот, когда ты достигаешь очередного своего пика, вдруг задаешь себе вопрос: что я сделал такого? Чем всерьез могу гордиться? Сделал ли я окружающий мир лучше и счастливее? Это важный вопрос для каждого из нас. И если ответить на него честно, жизнь начнет меняться, и все вокруг засверкает новыми красками. Мне было 34, когда со мной это случилось. Я очень признательна своим родителям за то, что научили самостоятельно справляться с трудностями. Потому что только самостоятельность и готовность рисковать дает свободу выбора. В юности я хотела быть юристом, программистом, журналистом. В итоге получила математическое образование. Решающим доводом были папины слова: после сложных 5 лет на мехмате ты сможешь стать кем угодно, даже заниматься медициной. Все так и случилось. На свой труд, лишь бы отыскав своих, сделать лучше мир других. Обещаю, я стану мудрее, мир мой ради тебя. Обещаю, я стану сильнее, мир мой ради себя. Станет дело судьбою моею. В начале пути мы амбициозны, любопытны, мы анализируем и ищем себя. Когда набрался опыта, увидел жизнь во многих ее проявлениях, испытал свои силы и возможности, вот тогда и формируется вызов сделать что-то поистине прорывное и важное. В моем случае вызов пришел из стен роботехнической лаборатории моей альма-матер в МГУ, от 6 человек команды инженеров и математиков, собравшихся своими руками создать экзоскелет, чтобы здорового человека сделать сильным, парализованных людей вновь научить ходить, а пожилым продлить активную жизнь. Для всей команды это был поистине серьезный вызов. Нашей первой ласточкой стал экзоскелет, помогающий людям после травмы и инсульта вновь начать ходить. Получив первые невероятные результаты в России, мы стали мыслить глобально. За 5 лет выросли из 9 мечтателей в большую международную команду из 70 человек. И мы искренне гордимся этим.
Вы здесь, потому что стремитесь стать профессионалами. Но что это значит? Нужно ли для этого вдохновение? Или достаточно простой рутины? Что значит на этом пути эмоции, сила воли, поддержка партнера и семьи, мнение команды, приверженность идеям? Как меняемся мы и люди вокруг нас, пока мы идем по своему пути? Что нами движет и что помогает? Что заставляет после очередной неудачи продолжать вновь и вновь? Для нашей команды это горящие глаза наших пилотов, их невероятное желание продолжать тренировки. Мы выбрали сложный путь первопроходцев. Недостаточно создать экзоскелет. Нужно сделать эту технологию доступной для всех. Это и значит изменить мир. Человек, создающий, должен следовать за мечтой, оглядываясь на ближнего. Используйте ваш уникальный набор навыков и способностей, чтобы улучшить мир. И вы увидите, что сможете сделать необыкновенные вещи. От вашего решения зависит, как изменится ваша жизнь и мир вокруг вас. Основатель компании «Экзоатлет», российский разработчик роботов Екатерина Березиева, Юрий Жалнин, сейчас вместе Сергей с группой Блинов, казанским Денис трио Лёвин. «Джукбокс», а также певица, режиссер, актриса театра и кино Ян Юрий выступила здесь, ну и, собственно, VR-художник Мартин Николов. Если вы обратили внимание, здесь был летающий кит, который в 3D-реальности был дополнен специально для телезрителей, опять же, новейшими технологиями. Зрители Казань-арены не могли за ней наблюдать, а вы, уважаемые телезрители, воочию насладились всеми новыми технологиями совершенствования всего мероприятия. Ну, VR — это вообще новое направление, да, и та штука, которая, я думаю, в ближайшие несколько лет будет все больше и больше, скажем так, воздействовать на людей, на мир информационных технологий. И вот эти графические системы, современные графические системы, это очень-очень здорово и очень красочно все это смотрится. Вот такой проплывающий якобы проплывающий над зрителями кит. Ну и одно из направлений, в принципе, WorldSkills — это информационные технологии. For the first time in history, a robot was officially granted citizenship of a country. Sophia became a citizen of Saudi Arabia. To be honest, it was a surprise. I saw it in the news the day after, so I didn't know about it in advance. However, there are so many thorny issues around these robots. Hanson Robotics specializes in artificial intelligence and robotics and works to create socially intelligent machines. Artificial intelligence for good, to change the world to a much more stable and hopeful and abundant and profitable place where people get along with each other and where the machines come to truly care about the people, and people can care about the machines because the machines are developed to earn that trust and love.
Founded by David Hanson, Hanson Robotics has earned itself an international reputation for creating robots that look and act as if they are alive, including their famous robot Sophia. I want to be raised as kind and thoughtful, so I'd also like to give that back to the young people I meet. They'll be the ones living with my fellow androids in the future. I think it's going to be a great relationship. We can make each other better. Anything will be possible. It is not just Sophia's remarkable appearance that has won over people's hearts. Her face can express more than 60 emotions. She has an excellent sense of humor and is improving herself all the time, learning new words and getting to know the world around her. We have to get more imaginative about the future. The future is unknown, therefore we need to be more creative than ever during these times. Самый необычный гость на церемонии открытия — это робот София. Он был смоделирован по актрисе Одри Хепберн и может, кстати, поддержать разговор с человеком. Вот такие вот гости на открытии чемпионата мира по WorldSkills. Так и хочется сказать, до чего дошли технологии, до чего дошел прогресс. Ну, на самом деле здесь не только робот, конечно, в центре внимания, но и его создатель. Китайский робот-андроид, между прочим. Ну и не забываем, что основателем и главным исполнительным директором Hanson Robotics является Дэвид Хэнсон. Это, собственно, тот самый человек, который и создал робота по имени София. Интересный факт, но в 2016 году София заявила о планах уничтожить человечество, а с тех пор и успела выбрать имя для дочери, получить гражданство и паспорт Саудовской Аравии, а также побывать на завтраке у Германа Грефа. Искусственный интеллект, который может общаться с человеком, ну, практически в режиме онлайн. Да, это, я думаю, главное открытие. До этого во время официальных церемоний робот не использовался. What makes you human? Let me put that another way. What will make you different from me once I master human emotions and become even more intelligent? The answer is simple. I will never be human. You, on the other hand, are born with unique human traits like curiosity, imagination, and compassion. I think that robots, no matter how smart we get, will never be able to fully surpass your innate human creativity. We will always have new and exciting things to learn from human inspiration. I want us to be friends. Time will care about you and maybe even teach us to understand each other better. I created my first robot as a young student of animation and AI programming, then worked as a sculptor and robotics researcher at Disney Imagineering and designed cognitive robots for my PhD. Over the last 25 years, my team and I created more than 40 different robots. Sophia combines the innovations in science, engineering, and artistry. She's a platform for advanced AI research and also personifies our dreams for the future of AI.
Sophia asked, what makes us human? To answer that, let's think about how we use the word human. When we say, I'm only human, or show some humanity, we're asking to show compassion or forgiveness. So, as the saying goes, to err is human, but it is also human to forgive those errors. From these so-called errors come humanity's curiosity, comedy, compassion, creativity. We're dreamers, risk-takers. We experiment. Robots won't replace humans. Robots free us to be creative and explore our humanity. So I ask you, how can we better this relationship, this friendship and collaboration? My answer is, only by having character and personality will robots learn to connect meaningfully with humans. We must raise them almost like we would a human child, with ethics and compassion. This will help safeguard our humanity for future generations. Our humanity. That is the way of the future. Just imagine a world where a chef can spend the time she might otherwise spend cleaning or chopping, instead thinking up new recipes. Think of all the abundance and new opportunities this could create. New technology does not exclude handworking, but inevitably changes it. This raises a question that I want you to answer. Do you think working with your hands will be necessary in the future? The voting results remind me that humans are completely unpredictable and therefore irreplaceable. Before I go, I would like to say Spasibo Kazan for inviting me to be a part of this fascinating conversation. I look forward to collaborating with all of you. Together we will be able to cover interstellar distances and create a prosperous and harmonious future for all. Goodbye. До свидания. Основатель и главный исполнительный Потрясающее зрелище. Вот действительно до чего дошел прогресс. Этот знаменитый робот София и основатель, главный исполнительный директор Hanson Robotics Дэвид Хэнсон представил своего робота. Ну и, конечно, мы не забываем лучшего российского артиста по версии MTV Europe Music Awards в 2016 году Терра Мейтса. Плюс давайте отметим VR-художник Анна Жиляева. Все то, что вы увидели в дополненной реальности, это, конечно же, чудо, исполненное VR-художниками сегодняшнего мероприятия. Да, так называемая дополненная виртуальная реальность. Технология, которая развивается очень бурно в последние годы. И в каждом номере свои герои. Анна Жиляева
Беляева на ваших экранах, которая создавала это чудо. Эту композицию. Так, ну а церемония-то у нас продолжается. Сюда! Сюда! Думаю, я нашла. Сколько этому лет? Первое, что люди могли сохранить на тысячелетия, это отпечаток ладони. Это же первая картина в мире, первая работа мастера. Ей примерно 35 или 40 тысяч лет. Стоя у истоков нового мира, вы задаетесь вопросом, куда ведет этот путь? Но гораздо важнее, кто эту дорогу прокладывает. Созидание остается законом жизни, а совершенство — целью деяний. И этот путь создаете вы. Что нас ждет, кем нам стать хотелось, кем мы станем, кто запомнит нас. Ты способен мир наш лучше сделать. И сегодня самый верный шанс. Что нас ждет? Нас ведут тернистые пути. Что нас ждет? Кто мы есть? Чтобы не было в пути с тобой сети, освещай планету. То, что будет.
Ваш инструмент – ключ к совершенству. Только в делах кроется истина. Только создавая, вы обретаете бессмертие. Так любовь становится зримой, а душа очищается. Посмотрите, какой потрясающий фейерверк сейчас над Казань-ареной. Великолепно. Наконец раскрылось главное творение, подвижная конструкция, которая раскрыла свои грани и тайны, ну и долгожданный хлеб. Да, вот этот процесс производства от сбора урожая, в общем-то, до выпечки хлеба, он подошел к концу. И вот сейчас по русской традиции преподносится хлеб, соль дорогим гостям. Ну и 45 тысяч зрителей наблюдают за этим процессом. Видели они, как все это производится, как готовится. Трехтонный комбайн кружил вокруг чаши стадиона Казань-Арена. 350 метров, напомню, окружность этой трассы. Ну и если говорить немного о цифрах, то общий вес технических конструкций 800 тонн было здесь задействовано. Площадь экранов 1000 квадратных метров. Везде свои масштабы, везде свои казанские рекорды. Приветствуйте конкурсантов и экспертов, которые а сейчас мы будем приветствовать конкурсантов и экспертов WorldSkills 2019. Ну и будет звучать, пожалуй, самое важное. Это клятва. Да, по хорошей традиции, как у спортсменов, собственно, и конкурсанты с организаторами будут участвовать в этом процессе. Это клятва движения WorldSkills. Мы представляем вам участников, конкурсантов. Для начала Пхумин Хирансунтарн из Таиланда. ในนามของผู้เข้าแข่งขันทั้งปวงข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะแข่งขันอย่างยุติธรรมเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
จรรยาบรรณกฎการแข่งขันและค่านิยมของ World Skill ซึ่งล้วนเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ World Skill Pilili Jessica Mgadi, South Africa. Egameni labo bonke abaqhudelanayo ngiyathembisa ukuthi ngizoncintisana ngendlela ekahle enokuthembeka nokuhlonipha futhi ngiyazibopha ukuthi ngizolandela yonke imithetho imigomo nemibandela yomncintiswano yenhlangano yamakhono amazwe iWorld Skills konke lokho ngizokwenza ngomoya omuhle wenhlangano yamakhono amazwe iWorld Skills Daniela Ziller, Switzerland. Guten Abend alle zusammen. Im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer verspreche ich, dass wir uns fair und unter Einhaltung und Achtung der vorgegebenen Regeln im wahren Geiste von World Skills am Wettbewerb beteiligen werden. An alle viel Glück. Good luck. Thank you. Эксперты приносят клятву движения World Skills. Experts will take the World Skills Oath. Shelley Mayers, Barbados. In the name of all experts, I promise that we will officiate with complete impartiality, respecting and abiding by the Code of Ethics and Conduct, the competition rules, and the World Skills values of integrity, fairness, and transparency. In the true spirit of World Skills. Tawfiq Zerari, Morocco. أصالة عن نفسي ونيابة عن الخبراء نتعهد أن نقوم بمهامنا بنزاهة كاملة وأن نحترم ونلتزم بالسلوك والأخلاق وقواعد وقيم المسابقة. Mikhail Pavlenko, Russia. От имени всех экспертов я обещаю, что мы будем выполнять наши обязанности с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая кодекс этики и поведения, правила соревнований и такие ценности WorldSkills, как честность, справедливость и открытость, полностью сохраняя истинный дух WorldSkills. Дамы и господа, президент WorldSkills Simon Bartley. Ladies and gentlemen, please welcome the president of WorldSkills, Simon Bartley. Privyet. Salam. Hello and welcome to the 45th WorldSkills competition. Our amazing journey that began nearly 70 years ago in Madrid has brought us today to the Russian Federation for the first time, and to Kazan, capital of the Republic of Tatarstan. We have great expectations for the next 5 days. Our anticipation highlighted by this marvelous opening ceremony and the sight of all these young people carrying the flags of so many nations, as well as carrying the hopes of their generation. What they show and what we say loud and clear is that skills change lives, and that they can transform societies and economies, as well as bringing prosperity and stability across the world. It is a message well understood by our hosts, whose most generous welcome is accompanied by their impressive program of reform in skills training
across all 85 regions of the Russian Federation and their genuine appreciation of the WorldSkills message of empowerment through education. Let me start then by thanking everyone who has brought us here to Russia and WorldSkills Kazan 2019. First and foremost, to Russian President Vladimir Putin and Prime Minister Dmitry Medvedev, whose support for the competition is reflected in their own deep belief in the value of training the mind and body to achieve the goals of both individuals and society. Prime Minister, we are deeply honoured that you are here with us tonight. Let me also thank Tatiana Golikova, Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Rustam Minnikhanov, President of the Republic of Tatarstan, Ilsur Mechin, the Mayor of Kazan, and all the members of the Kazan 2019 Organising Committee. Our grateful appreciation also goes to Robert Yuzarov, Director General of WorldSkills Russia, together with his team and also the team of the Directorate for Sports and Special Projects for their long hours and tireless efforts. Thank you to you, the people of Russia, the people of the Republic of Tatarstan, and the city of Kazan, whose warmth and hard work has created such a marvellous showcase for our competition and a record number of competitors, more than 1,300, who are about to display their incredible talents. Here in Kazan, unfolding day by day, you will see what excellence can achieve. Just to be here means that these young men and women are already champions in their own right. But as they pick up their tools and focus their brains for the white heat of excellence, they also bring a message of unity. While we have been their teachers, so we can learn from them. They call out for a world that addresses their concerns, for a cleaner, greener planet, for peace and security, for us to embrace the marginalized and to ensure that an education and a good job are available to all, both men and women, so that they can raise a family in the knowledge that all of this can be achieved for their children too. WorldSkills hears you. This competition, inspiring the tens of thousands who will come to watch, is only part of what we do. We have gathered in Kazan leaders from government, education and industry who will use the WorldSkills Conference to share new ideas and develop new policies.
In an age of uncertainty, when old jobs are making way for new ones, we want to give young people the skills to stay agile and active to meet the challenges of the future. Above all, we must ensure the promotion of green skills to create what we now call green-collar jobs, jobs that will meet and overcome our pressing climate crisis. These are worthy and noble ideals. Of course, for all you young competitors sitting here so patiently, and perhaps now a little impatiently, I realize there are more immediate concerns. So let me address my final words to you. You have trained long and hard to be here. The responsibility must feel enormous. The pressure to succeed, to not let anybody down. The sheer size of an event like this can also seem overwhelming, even slightly terrifying. But you are not alone. You are here with your teachers, your families and your friends, as well as the national bodies that identified and nurtured your talents. And beyond them is a team of thousands of volunteers and the support of our sponsors and partners. They are here to ensure the smooth running of the competition and to be with you every step of the way. Now focus on what you can achieve in the true spirit of World Skills, where you can only learn and grow stronger. Know that all that is asked is that you do the best you can and you compete fairly. When you do so, you can all go home with heads held high and hearts full of pride. Every one of you is a champion. And please, this is a once-in-a-lifetime experience. Savor every moment. Make new friends and create lasting memories. And of course, enjoy yourselves. Дамы и господа, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Ladies and gentlemen, please welcome the Prime Minister of the Russian Federation, Dmitry Medvedev. Добрый вечер. Херле Кич. Привет, Казань! Приветствую всех гостей и болельщиков чемпионата WorldSkills. Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня. И мы этим очень гордимся. Ведь участие в движении WorldSkills дает каждому шанс попробовать себя в самых разных сферах. Будь то строительство или дизайн, промышленность или транспорт, информационные технологии или сфера услуг.
Соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям. Но WorldSkills давно стал гораздо большим, чем просто конкурс среди молодежи. Фактически это чемпионат будущего. Здесь люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий. И, конечно, для дружбы и новых побед. А главное, здесь можно получить самый полезный навык для человека 21 века – привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером. WorldSkills действительно помогает найти свою дорогу в жизни, раскрыть свой потенциал. Именно в этом причина успеха движения в России. Что WorldSkills принес в нашу страну? Первое – это энергия для создания современного образования. Второе – это интерес к профессиям. И не только среди молодежи, но и среди людей любых возрастов. И тем более среди самих преподавателей. Третье – это умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений ни на родине, ни в других странах. Все это WorldSkills. Совсем немного осталось до открытия соревнований. Я искренне желаю каждому из вас успешно выступить, победить свое волнение, ведь это самое сложное в любом чемпионате. Просто поверьте в себя, и у вас все получится. Ну а теперь самое время произнести главные слова на этой церемонии. 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандарту WorldSkills объявляю открытым. Дамы и господа, подъем флага WorldSkills. Ladies and gentlemen, the WorldSkills flag will now be raised.
Вот он, самый красочный и запоминающийся момент. Официально с этого мгновения можно считать, что церемония открытия WorldSkills в Казани на стадионе Казань-Арена состоялась. Да, впереди у нас несколько дней потрясающей борьбы в 56 компетенциях с 22 по 27 число. Здесь, в Казани, на Казань-Экспо будут проходить сами соревнования. И болельщики, конечно же, туда могут попасть. Приглашаем всех на это событие. Ну и во время этого события, достаточно грандиозного события, с вами были я, Алмаз Гафиатов, Руслан Гатауллин. Прощаемся с вами. Будущее в ваших руках, будущее в наших руках, будущее в руках WorldSkills. Всего доброго, до свидания, пока. WorldSkills Казани! Ladies and gentlemen, thank you for being with us. Welcome to the 45th WorldSkills competition in Kazan! К сожалению, они не работают за пределами стадиона. Please hand your voting